Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто мечтает быть с вами рядом? Что это за мужчина такой? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Просто загадайте на себя. Так и спросите. Кто мечтает быть со мною рядом? Давайте вместе посмотрим, кто он такой. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Силы водят моими руками, слышите, узнать. Мои хорошие, цыпочка у нас общая. Вы, пожалуйста, чужого не берите, но и свое не пропускайте. Сразу хочу сказать, что мужчина женат. Женатый мужчина хочет быть с вами рядом. Не просто хочет, он душу за это готов отдать. Вот лишь бы назвать вас своей, лишь бы вы прям рядышком с ним были. Обезумел он из-за вас, покой, сон потерял, слабенький стал. С головой у него, как знаете, туман в голове, плохо соображать стал. Вы для него как самое вот желанное во всей его жизни. До вас никогда и никого так сильно не желал. Даже, я бы сказала, ничего так сильно не желал. Никого и ничего. Только вас желает, только на вас смотрит, только о вас думает, только о вас мечтает. Просто как сходит с ума по вам. Здесь как оморочка какая-то, сильная-сильная. Так вы его к себе примагнитили, так вы его к себе привязали. Так даже самая сильная магия не может привязать человека. Но вам магия не нужна. Вы очень красивая женщина, знаете себе цену, себя бережете. Независимая, сильная, гордая. Вот долго он к вам присматривался, долго любовь эту отрицал. А вот как сам себе сознался, и все, девочки, и все, и тут его понесло. Вижу, что признаться он вам не может, либо предложить ему нечего. Может быть, и признался уже вам, а вот предложить нечего. А у кого-то не признаться, не предложить не может. Честно скажу, у кого-то роман с этим мужчиной. Роман, да, вы как в треугольнике с ним находитесь. Вот он вам всю правду говорит о своих чувствах, что жить без вас не может, что если вы его бросите, он погибнет, что смысл жизни потеряет. Он вам всю правду говорит о своих чувствах. Но почему-то показывают его, как будто бы он без рук и без ног. То есть абсолютно не свободен, как ничего поделать с этим не может. А у кого-то из вас отыграется, что и он не свободен, и вы не свободны. И так отыграться может. Но что я вижу точно, что вы от этого мужчины не раз взгляды пламенные ловили. И вы подсознательно понимаете, о ком я говорю. То есть вы подозревали, что этот мужчина в вас влюблен. Ну а кто-то действительно с ним в отношениях состоит. Причем отношения очень непростые, очень болезненные и для вас, и для него. Вы бросить его пытались, а никак тоже его забыть не можете. Вот, да, не свободный он, не свободный. А там вы видите как, и по рукам, и по ногам связали, лишили его всего. Вот что у него свое осталось, так это только сердце и душа, которые безумно любят вас. Безумно. Жена ему плохая досталась. Кстати, у кого-то отыграет, что жена с магией под руку ходит по жизни, да, прям якшается. Явно не брезгует, и так она и замуж за него вышла. И таким образом около себя удерживает. Но есть и еще что-то материального характера.
И плюс у кого-то еще отыграются дети. Дети его. Причем, знаете как? Он детей своих очень любит. А жена, например, ему всегда говорит, что вот, только попробуй уйди, никогда детей не увидишь, они тебя ненавидеть будут. Я вот все сделаю, чтобы они узнали, какой ты, сякой ты, да, чтобы они прям не подпускали тебя к себе. И он действительно этого боится. Боится, да. Потому что любовь к женщине — это одно, а любовь к детям — это совершенно другое. Ой, девчонки, что тут скажешь? Тяжелая ситуация. И, знаете, так прям тяжело-тяжело на сердце стало. Сейчас я еще вам на картах посмотрю. Прям и вас жалко, и его жалко. И что с этим делать, непонятно. Он, видите, даже вам рукой машет, и между вами как забор. Забор находится. Ни он к вам не может, ни вы к нему. За забором стоите. Да. Я про него спрашиваю, он вас показывает. Горы, говорит, горы, проблемы, беды. Но как бы тяжело мне ни было, но я ее люблю. Вот я ей живу. И если б не вы, то мужчина б, ну, давайте так, да, ошибок бы наделал в жизни. А так есть к чему стремиться. Вы для него путеводная звезда. Вот как подумает о вас, сразу и легче жить становится. Либо жизнь слаще у него, как оскомина от жены, от проблем уходит. Но видите, привязан, завязан. Что-то в семье у них там нехорошее, прям якорь там, да, заякорился. Ну хорошо, скажи мне, а ты как? Пойдешь на решительный шаг? Сможешь ли ты освободиться? Якорь. Пока нет. Пока нет. Пока нет. Как бы он сильно не хотел, но пока семейные связи, они никуда не деваются. Девочки, тут ждать надо. Причем лет 5 или в течение 5 лет, либо 5 лет ровно надо ждать. Для того, чтобы шанс появился на то, чтобы вместе быть. Стоит ли оно того? Ну, тут и развод тяжелый показывают. Очень тяжелый. Давайте так. На вопрос, стоит ли вам его ждать, скажу вам, что это проверка. Проверка, причем тотальная. Такой долгий срок ожидания как раз и чувства проверятся. Если прям любите, вы его дождетесь. А если не готовы, то и не надо, девочки. То и не надо. Потому что видели, там и страданий много выпало. Страдания. Да, он не только любовь может вам дать, но и страдания. Не по его вине страдать будете, а потому что ситуация сама по себе вот такая тяжелая, патовая. Ну, а девчонки, которые с мужчиной не общаются, просто от него любовь чувствуют, ну, тут и связываться не надо. Потому что мужчина как обреченный мне идет, понимаете? Пока он там разведется. Если ваше, то от вас не уйдет. Да? Через 5 лет встретитесь, когда он свободный будет, вот тогда и поговорите. А если не ваше, то и не встретитесь. Тут и так можно прочитать. Я вообще на самом деле с вами другого мужчину рядом вижу, которым вы совсем скоро увлечетесь. Ну, в прямом смысле слова, прям понравится. Мужчина новый, еще вам не знакомый. Либо на работе встретите, ну, либо в каком-то месте, где вот люди по какому-то поводу собираются, по какой-то причине. Не просто так люди туда приходят. Есть повод, есть причина. Вот так приходят. Новый человек идет, рядом с вами станет. И вам понравится, и вы ему понравитесь. А с этим пока ничего. С этим ждать придется. Долго ждать придется. Если вы любовница этого женатого,
Девочки, я вам не завидую. Прям много испытаний на вашу долю выпадет. И опять же срок такой в 5 лет, да. Тяжело, тяжело вам придется. Он-то головой понимает, что и себя, и вас мучает. Но видите как, ничего поделать с этим и не может, и, извините, не хочет. Да? Как даже боится, не то чтобы не хочет, боится, понимаете? Но этот репешок от вас навряд ли отстанет. Так и будет за вас ходить влюбленным щенком. Ну, либо постоянно вас беспокоить, если вы уже в паре. Вроде как вы его и бросили, и отказались, а он нет, и все равно дергает. И все равно о себе напоминает. И все равно он, как, знаете, как сюрпризы вам устраивает, в неожиданных местах появляется. Тяжело, девчонки. Но новый мужчина, который придет, он вам поможет. Отвлечься поможет, переключиться поможет. Ну, а кто-то из девочек действительно встретит любовь всей своей жизни. Новый мужчина, в отличие от этого, он и свободный, и волевой, и характерный. Нет такого, чтобы он чего-то боялся. Он, знаете, похож на этого завоевателя-победителя. Пришел, увидел, победил. Вот в таком ключе живет. Ну и сам, конечно, влюбится в вас. Как-то он вас так называть будет, как вас никто не называл. Какое-то слово такое с чем-то сладким связано. Типа сладенькая, либо какая-нибудь вкусняшка, булочка. Какое-то слово он будет к вам применять. Такое милое-милое. И вам нравится будет. Вот новый мужчина, новое ласкательное слово. И он вам его постоянно говорить будет. Даже, возможно, с первой встречи он вам его скажет. И тоже вам как подсказочка по поводу нового мужчины. Девочки, ну не вижу смысла дальше продолжать. Здесь все четко показали. Вот он ваш, да, кто без вас не может, кто мечтает быть с вами рядом. Мечтает и ничего не делает. И в ближайшее время не сделает. Кольцом связан. Вот она, женщина его жестокая. На привязи его держит. Да он и сам, видите, тоже робкого десятка. Предложить ему нечего. Ну, ждать, да. Что он может предложить? Только лишь, чтобы вы его ждали. А вот новый мужчина рядом с вами стоит. Новая, знаете, как новая страничка в вашей жизни. Тут явно связь между вами будет. Либо дружеская, либо любовная. Но у кого-то и брачная будет. Ну, поживем, увидим. Кстати, нового ждать уже недолго. Ждать уже недолго. Здесь отсчет на дни пошел. Я не скажу, сколько точно дней, но здесь уже дни. Дни надо считать, и новый мужчина, новое знакомство у вас появится. Вот, на того нового переключитесь. А с этим пока ничего. Как бы сильно он вас не любил, как бы сильно по вам не страдал, но, видите, сердце бьется, душа горюет, а руки-ноги не действуют. Понимаете? В таком ключе. Так, мои хорошие, извините, если кого расстроила, но в то же время, видите, и нового мужчину у вас увидела. Не живите прошлым, смотрите в будущее, так правильнее будет. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.